Потом еще вот социально город наш. Ну, это точно такая всероссийская беда, да? Я вот смотрю на город совершенно не приспособлен для жизни людей, ограниченных в своих возможностях. Всех. Кстати, старики же тоже ограничены в своих возможностях. Дети ограничены в своих возможностях. Я уже не говорю там о людях, которые по болезни ограничены, там, инвалидах, да? Ну, у нас живет церковь, да? Ну, вот как вот на это крыльцо попадет человек, который не может сам передвигаться? Только на чьих-то руках. Только, вот как говорится, с Божьей помощью. Вот в моей сфере, да, у нас в принципе ни один театр не приспособлен под то, чтобы его посещали инвалиды. Вот в бурятской драме только. Должны, я, кстати, не видела, смонтировали они его или нет. Там есть от гардероба лифт, подъемник для инвалидов-колясочников. Вот. Но он же только на второй этаж. То есть вот на то фойе, где вот это панно Цыбиковой, там все так. А как дальше? Ну, ладно, там они, наверное, с боков будут закатываться, заезжать в зал. А где там ставить кресло для них? Тоже с боков? Вот. То же самое там, например, в оперном театре. Ну, сделать 6 лет убить на эту реконструкцию, и сделать театр совершенно не приспособленным для вот этих людей. Потому что да, там есть возможность там, с центрального входа якобы заехать. Там идти сложно. Вы помните, да, этот подъем? Там идти сложно, не то, что ехать на инвалидном кресле. Вот. То есть вроде бы как бы приспособлено, но все это очень условно. И все это, знаете, такие вот такая и как бы ну, не то что показуха, а как бы вот у нас есть это, вот у нас есть это. А на самом деле это все неудобно, на самом деле это все неправильно, не приспособлено, не продумано. Никто не думал об этом. Так, по ходу дела опомнились, ой, а как же. Ну и так сплошь и рядом. А эти входные группы у нас, да, например, везде там стоят. Ну, маленькие, тесные, узкие, в магазинах те же, да. Невозможно. Ну и вообще какая-то у нас жизнь зверская. Мы какие-то все озверевшие. Мы друг на друга кидаемся с такой ненавистью, остервенелостью. Как будто просто, я не знаю, друг другу жить мешаем. Вот люди сейчас друг к другу так относятся, то все мешают друг другу жить.